Всевышний Аллах в Коране говорит: «От Аллаха к вам пришел свет и ясное Писание». Большинство муфассиров говорят, что в этом аяте под словом «свет» имеется в виду посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям. Потому что после этого слова Аллах говорит «и ясное Писание». Всевышний Аллах сначала послал пророка, саллаллаху алейхи вассалям, а затем Коран. Поэтому пророк, алейхиссаляту вассалям, явился светом. А смысл слова «нур» — «свет» надо понимать во всех смыслах, и в прямом, и в переносном. То, что тебя наставляет, это нур. Вопрос, был ли с ним свет в прямом смысле? Да, был. Однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вошел в дом, а его жена Айша сидела и латала одежду. В момент, когда пророк, алейхиссаляту вассалям, входил в дом, свечка затухла, и Айша уронила иголку. И говорят, что когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вошел в дом, свет, который исходил с его лица, осветил комнату и помог Айше найти иголку. Все сахабы, которые описывали лицо пророка, алейхиссаляту вассалям, всегда сравнивали его с ясной, яркой луной. Они говорили: мы смотрели на луну, а затем на лицо пророка, алейхиссаляту вассалям. Валлахи, свет с лица пророка был сильнее, чем самая яркая луна. После того, как нур пророка, алейхиссаляту вассалям, помог Айше найти иголку, она сказала: удивительно, нур твоего лица. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: «О Айша, будут люди, которые даже моего лица не увидят в судный день. О горе тем, кто не увидит мое лицо в тот день». И Айша спросила: «О посланник Аллаха, кто же эти люди?» Пророк, алейхиссаляту вассалям, ответил: «Это проворный человек, бахиль». Айша спросила: «А это кто?» Пророк, алейхиссаляту вассалям, ответил: «Это тот, кто при упоминании моего имени не читает мне салават».